Почти 2 миллиарда потратили в Коми на подготовку к новому отопительному сезону. За лето ресурсоснабжающие предприятия привели в порядок тепловые, водопроводные, канализационные сети. Подготовили 380 котельных. В 13 кочегарках капитально отремонтировали 23 котла. Глобально подошел к этому Карткиросский район. Елена Кононова выехала на место. Старые котлы Сторожевской котельной, как говорится, свой век доживают на улице. Вместо них новые с механизированной подачей топлива. Зола здесь тоже удаляется автоматически. Поменяли и теплообменник. Операторы после обновления оборудования прошли обучение. Одно и понятно, современная техника требует особых знаний. На смене за процессом работы следят сразу 2 специалиста. Довольно много работы. Это и работа с бункером, с дробилкой, с транспортерами. Это и работа по самоуправлению котлами. Работа это отдачи тепла в сеть, химводоподготовка, работа тягодутевых машин. Довольно много оборудования. Эту модульную котельную в Сторожевске ставили еще 17 лет назад. За это время котлы уже меняли, но на этот раз установили увеличенные мощности. Поэтому тепловики смогли закрыть одну из кочегарок в селе по причине ее неэффективности. Остались еще 2, которые сейчас вполне способны прогревать все социальные, коммунальные объекты и жилищный массив населенного пункта. Тепловики уверены, перебоев не будет. Всего же по Карткиросскому району в котельных установили 6 новых котлов. Еще 2 капитально отремонтировали, привели в порядок и тепловые сети. Заменили почти 1000 метров ветхих труб. Обновили также и водопроводные, порядка 1500 метров. Больше, чем планировали изначально. Впрочем, модернизация в муниципалитете сегодня идет не только в системе теплоснабжения, но и водоотведения. Перед властями стоит задача номер 1 – создание канализационных сетей в населенных пунктах, чтобы уйти от выгребных ям. Мы имеем большие планы и такие нормальные рабочие, уже, можно сказать, предварительные такие наметки вместе с Коми-тепловой компанией и с правительством в части модернизации наших основных жилищно-коммунальных систем в целом. То есть допустим, в Карткиросе, в Сторожевске, в Аджироме это канализирование не подключенных сейчас к центральной канализации, к водоотведению домов. У нас такие остались. Что-то мы уже сделали, там большой проект по Карткиросу, но еще предстоит немало сделать. Пристальное внимание уделяется и системе водоснабжения. Так в 5 населенных пунктах, где люди уже не надеялись, что когда-нибудь у них будет чистая вода, установили современные очистные станции. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Карткиросский район.